Ты еще работал до Кизляра? После Алеушинского района меня направили помощником полномочного представителя Горного территориального округа. 2 месяца примерно работал там. После меня уже назначили полномочным представителем муфтията. И также по совместительству я был имамом Лакского и Кулинского района. Лакского и Кулинского района имам. Лаксы как приняли даргинцы? Очень даже хорошо. Машаллах. Это отдельная история. Лакса вообще про них самих, какой на самом деле очень грамотный народ, и весь там целое село, где 40-50 человек доктора наук с одного села. Серьезно? Очень, да. Их культура, их образ жизни. Но со многими удалось познакомиться, были очень достойные люди. Хочу один момент отметить, когда только начали эти в духовном центре проводить мероприятия, да, маджлиси, ифтары и так далее. Тогда еще крыши не было совсем, там ни окон, ничего, никаких удобств не было тогда, просто на полу, да, Самый масштабный ифтар, да, был среди выходцев Лакского и Кулинского района, которые делали около 8000 человек. В духовном центре собрались, да. Еще столько роз раздали вы женщинам. Это тоже было, да. Это все благодаря из-за их сплоченности. Они приехали с Москвы, из Калининграда, прилетели именно на это мероприятие. Лакцы, которые живут там, из России, из разных этих точек России, они прилетели именно из-за. Это же говорит этот день, Лакский день, наш день, да, мы же должны быть патриотами, именно за то, что Лакский день объявили, этот день будет мероприятие, они оттуда прилетели, собрались. Это, конечно, особый народ. Мы прибыли в Луганск, мечеть Луганска. Продолжим наше интервью. Давайте птику одену, поменяем. Это соборная мечеть Луганской Народной Республики. Центральная мечеть. Мы здесь и первый раз, когда приехали, тоже и джума проводили, и маджлиси проводили здесь. Я муфти Луганской Народной Республики Мухаммад Исмаил. Начало 2000-х годов острая нужда была именно в мечети. В области было, там в городах Антрацит, Алчевск, то есть там мечети были. А в Луганске самой не было. Но здесь очень много было студентов-мусульман, и приходилось снимать помещения в общежитиях, там, где в цирке даже бывало, на праздниках снимали большой холл, чтобы там совершить праздничную молитву. И остро стоял вопрос именно строительства мечети города Луганска. Нашлись люди, нашлись спонсоры, которые изъявили желание участвовать в строительстве. И в 2007 году началось строение этого строительства, а в 2010 официально уже сдали ее в эксплуатацию. С того момента эта мечеть функционирует, повидала уже многое и большое количество прихожан до боевых действий. И после боевых действий оставалась, можно сказать, пустая. Приходили 1-2 человека, и то помолились и быстро уходили. И мы знаем, что имам этой мечети тоже дагестанец. Салам, Мухаммад, уважаемый, грамотный имам, который может и вовремя подсказать, правильно наставить. Сегодня мы, кстати, ездили в администрацию главы республики. У нас как раз вопрос поднимался о терроризме, о радикализме. И мы там все это слово сказали. С вашего разрешения прогуляемся по мечети с нашим имамом? Да, он знает здесь больше, чем я, поэтому все необходимо. Вам спасибо. Вам тоже. Я знаю, я чуть не забыл. Не, я хочу спросить, эта машина, это легендарная машина вообще. Скажите, чья эта машина, сколько лет ей? Лет-то ей, конечно, сколько, 2000. У вас сколько лет? У меня где-то с 10-11 года. Весь Дагестан объехал, теперь Россия. То есть 15 лет почти Мухаммад, имам на данный момент этой мечети, катается на этой машине. Это вообще... Машина надежная, хорошая, так что... Насколько машина, видимо, нравится. Пора бы поменять. Поменяем, время придет, сама поменяется. На БТР, да? С этой стороны чуть побитая уже с той стороны лучше выглядит. Не думал, что к тебе попадусь. Твои передачи смотрел. Так, вообще как вы сюда попали?
Сами из Вильджани или вас отправили сюда? Муфтият, ЛНР, они, оказывается, искали сюда имама. Давно у них была такая потребность. И потом мне сказали в Дагестане, что есть такое место, ну, сможешь ли пойти. Я тоже согласился. Самое главное, у меня был момент такой был, лишь бы от меня польза была. Если польза будет, тогда приеду, говорю. Когда узнали ваши родные, семья, что вы сюда собираетесь, Ну, как они вообще конечно, отреагировали? они там уже думали, что я там в окопы пошел, уже там воюю. Я им сколько фотографий, сколько съемки делал в мечети и снаружи, и снутри, и фотографии города отправлял, видео отправлял, чтобы уже они, в общем, видели, что здесь все спокойно, что здесь люди живут мирно, все, короче говоря. Ну, сейчас уже вроде бы уже поняли, что так есть. Как вам работать с Ну, местными с людьми? людьми, которые оказывают взаимное уважение, легко работать. Мы друг друга понимаем, потому что друг друга проявляем уважение. И по направлению на работу мы как бы один взгляд у нас, и вот из-за этого все легко, нормально. Дай Аллах, чтобы все это закончилось уже в наше время очень сложное. И вам пусть Аллах поможет в этой Аминь, вашей аминь. тоже нелегкой работе. Рады были вас видеть. Тоже Ассаламу алейкум. Мы Алейкум поедем ассалам, дальше. рахматуллах. Можно с вами?